Друзья, и снова Якутск. Зима в Якутии в самом разгаре. И мы продолжаем с вами спасать. Продолжаем спасать тех, кого успеем спасти. Хотелось бы спасти как можно больше животных. Их очень много в Якутске. Их очень не любят местные жители. Но им некуда податься. Они не могут уйти в лес, они не могут жить без человека, как, например, волки. Одни люди, немногие, ставят простенькую будочку с сеном, чтобы местная собачка могла укрыться от мороза в этой будке, чтобы кто-то хотя бы смог согреться и уснуть не на снегу. Но большей части населения это не нравится. Их раздражает, и велено будки убрать. Собаки там удивительные, спокойные, терпеливые, красивенные, никому не мешают, не навязчивы, не пристают, не лают, не кусают. Свернувшись клубком, лежат на остановках, у торговых центров, припорошенные снегом и инеем. К сожалению, даже в морозы из пункта передержки под названием ППЖ собак выкидывают на улицы. И уж явно это делают не волонтеры, а местная власть. Только не принято об этом говорить. Они выкидывают на улицы и тут же вещают народу, как опасны собаки. Они выкидывают для того, чтобы люди боялись и жаловались. Зачем? Зачем выкидывать в мороз, обрекая на верную гибель эти живые, невинные существа? Нет логики, мы не увидим. Так же, как и здравого смысла. Невозможно смотреть без слез на узников ППЖ, пункта передержки. Сколько же красивых и умных деток сидят в этих клетках. У них нет детства, у них нет игрушек, нет хозяина и доброго слова. Возможно, и жизни-то у них нет. Кто-то умрет сам, кого-то выпустят на волю, где тоже погибнет. Да, народится много новых от нестерилизованных собак в нецивилизованном мире. В этом городе, да и вообще в Якутии, не принято стерилизовать. Ну а если стерилизуют по программе, то некачественно, в результате чего родятся щенки. Итак, я про красивых, добрых, умных и терпеливых. Посмотрите, сколько их, сколько горя, глубины и безнадёги читаемо в их глазах. Вот, например, этот щеночек был пристроен в семью, и он уже был домашним, почувствовав тепло домашнего уюта и заботы. Но ненадолго. Люди наигрались и привезли, сдали его назад. Не справились, не захотели нести ответственность, или аллергия, или переезд. У человека всегда найдется повод снять с себя ответственность. И плевать они хотели на то, что у него тоже есть душа, что он ранимый, что он хочет их любить. Ответственности и сопереживания ноль. А щеночек очень страдал. Он сидел в этой клетке, в этом вольере, и не мог за себя постоять, когда обижали старшие щенки и подростки. Он с надеждой смотрел на каждого проходящего человека, подпрыгивал, чтобы его заметили,
высовывал мордашку, и, как видим, слезы на его глазах вслед уходящему человеку. Друзья, давайте спасать, пожалуйста, спасать тех, кто хочет жить, кто просит нас о спасении. Люди, помогайте нам, пожалуйста. Без вас нам не справиться. Мы вывозим постоянно. Мы постоянно спасаем с улиц, из сугробов, с морозов, из ППЖ, с пункта передержки. Отовсюду, откуда возможно. Да, у нас не всегда есть возможность транспортировки. Не всегда есть пассажиры, готовые помочь нам в этом. Но мы очень стараемся. Пожалуйста, помогайте нам. И еще я хотела бы обратиться к местным жителям, которые летят в Москву или в Питер. Напишите нам. Нам очень нужна ваша помощь. От вас ничего не требуется, кроме как забронировать на ваш билет провоз багажа в виде собачек, которых мы спасаем. В Якутске мы их сами зарегистрируем, сами забронируем, запакуем, а здесь, в Москве, мы встретим. Это не составит никакого труда для вас, пассажиров. Только откликнитесь, только скажите, когда вы летите, и мы сделаем все сами. Чем больше мы вывезем собак, тем меньше собак останется в Якутске. Друзья, люди, подписчики, все неравнодушные, ценители красоты и доброты, обратите внимание на эти глаза. Посмотрите, сколько в них глубины. Ведь они смотрят на нас, они же думают. Они не просто смотрят. Это не просто собаки. Это собаки-компаньоны. Это собаки настоящие друзья для человека. Посмотрите в эти глаза. Как хочется их всех спасти. Хочется вырвать их из плена, вывести из холода, обогреть, накормить и каждому подарить дом. А вот мы можем увидеть собаку, которая родила. Родила только что в мороз, минус 47. Родила в подъезде. Но ведь этому же событию не рады жильцы подъезда. Что делать собаке? Кому нужны эти щенки? Какова их судьба, как вы думаете? Ведь нельзя сказать, что судьба им подарит жизнь. Нет, конечно. Это же смертники. Почему она не стерилизована? Зачем, кому, для чего она родила этих несчастных щенков? Куда ей деться в мороз с этими щенками? Щенков выкинут вместе с ней. Они замерзнут, они околеют. Сколько боли, сколько страданий у этих несчастных животных в этом суровом крае, среди бездушных людей.